Обеспокоенные горожане Якутска обратились в нашу редакцию с проблемой провисших под тяжестью снега высоковольтных проводов. Электросети, идущие вдоль столичных улиц, не только опустились ниже положенной высоты, но и переплелись с ветвями растущих под ними деревьев. Горожане боятся, что такая картина может привести к замыканию. Велика ли вероятность этого, и начнем в итоге балансе сети. Репортаж Ульяны Шагиной. Улица Дзержинского в районе 9-й школы – одна из самых густо насажденных. Высокие ветви берез и плакучих ив не только украшают столицу. В зимнее время ветви под тяжестью снега в буквальном смысле ложатся на провода, тем самым вызывая обеспокоенность горожан. Конечно, опасно. Вдруг там повреждения, да, или что. Я точно не могу сказать, насколько они это... Опасно, да? Да, ну, специалисту надо решать. Я не знаю, может быть, когда намокают, может там повреждения, может быть, что-нибудь замкнет. Я думаю так. Опасно, конечно. Почему? Ну, всякое может быть. Как оказалось, провода принадлежат муниципальному предприятию «Горсвет», которые быстро отреагировали на нашу заявку и приехали разобраться в сложившейся ситуации. На нашу заявку специалисты Горсвета отреагировали сразу, подъехали и посмотрели, как нам объяснил сам специалист. Опоры принадлежат им, но при этом сами провода могут принадлежать любым организациям, которые заключили договор с компанией Горсвет. Речь в первую очередь идет об операторах сотовой связи, которые, заключив с Горсветом договор, проводят здесь оптоволоконные линии связи. Это линии, кабель, который состоит из маленьких стеклянных, грубо говоря, трубочек, которые проводят свет в лазерном там диапазоне и который как бы улучшает связь. Сотовые и прочее, прочее. Оно без напряжения. Кроме оптоволокна, к этим опорам подключены электролинии, питающие уличные фонари. Напряжение в этих кабелях 380 вольт, что вполне может быть опасно для жизни человека. Но специалисты Горсвета заверили нас, что они не несут никакой опасности. Не опасные. Ну, напряжение там 380 вольт. И поэтому оно изолированное все. В центральных городах России проблема решается просто. Там срезаются верхушки деревьев, которые переплетаются с электрокабелями. В Якутске этим занимается в основном только Якутскэнерго, на балансе которого высоковольтные провода. Тем не менее, в Горсвете заверили, что заявка обязательно будет отработана в ближайшие дни, в том числе и с операторами связи, которые должны устранить проблему свисающих кабелей. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.